Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. И отдельное огромное спасибо всем тем, кто делает донаты. Мои хорошие, молюсь за вас, прошу небеса послать вам в миллион раз больше. И не только средств, но и здоровья, счастья и благополучия. Да будет так и никак иначе. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Какие тайны выйдут на поверхность? Что вы узнаете, с чем столкнетесь, что вам откроется? Давайте посмотрим. Срок загадайте, пожалуйста, себе сами. Я же загадаю срок в 30 дней. Настраивайтесь. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Ах, есть над чем подумать. Так, мои хорошие, ну давайте начнем с этой картиночки. Здесь пустая лодка, на лодке птичка. Стоит человек, который смотрит на эту лодку, и хочется и колется. Угу. И он птичку вам не посылает. Возможно, это кто-то из ваших близких, либо любимых людей. Человек готовится к поездке, к отъезду, либо к какому-то судьбоносному решению, предложению. Вот человек уже готовится, он уже эту птичку подготовил, он уже эту лодку подготовил. Осталось просто совершить действие, да? Сесть в эту лодку, либо отправить вам эту птичку. Вы, я вижу, с другой стороны, очень сильно переживаете. Вам кажется, что уже ничего не будет, что человек ничего не сделает, человек не откроется, не проявится, не приедет, там, забыл, разлюбил, в принципе не нравлюсь. Вы очень сильно ошибаетесь. Человек очень конструктивно подошел к этому вопросу. Человек сам себе не простит, да, ну, мужчина, да, если вы женщина, то мужчина, он сам себе не простит, если будет какая-то оплошность, если будет что-то вот прям не идеально. Поэтому тут идеалист, который все должен настроить, подготовить, и после этого только вы об этом узнаете. Когда вы узнаете, это будет для вас самым классным, самым добрым и самым светлым таким прям сюрпризом, подарком. Вот. Не думайте плохо об этом человеке. Знаете, что он очень серьезно к вам относится, и он готовится. Вот реально вот в моменте здесь и сейчас, когда вы смотрите эту отсыпку, он готовится к тому, чтобы сделать этот решающий шаг, да? Сделать это решающее действие в вашу сторону. И оно будет судьбоносным и для вас, и для него. Так, здесь у меня два худеньких человечка. Вы и кто-то из ваших любимых, близких людей. Но при этом и один человечек, и второй человечек в руках, в правых, да, в правой руке, держит зонтики. Ну, зонтик — это защита. Зонтик — это хороший иммунитет. Зонтик — это такая, знаете, неприкасаемая броня. Да? Вот никто не сможет ни пробить, ни залезть, ни дотронуться, причинить вам какой-то ущерб либо вред. Если вы боитесь заболеть, вы не заболеете, ни вы, ни ваш близкий, любимый человек. Если вы боитесь какой-то беды, неприятности, это с вами не произойдет, потому что у вас есть достаточная защита для того, чтобы плохое с вами не случилось. Либо у вас очень сильный иммунитет, который не позволит там, ни вирусам, ни бактериям проникнуть в ваш организм. Поэтому прекращайте, выдыхайте. Здесь ничего плохого не будет ни с вами, ни с вашим самым близким, любимым человеком, за кого вы именно сейчас переживаете. Так, дальше. Здесь огромное ухо и большой глаз в вашу сторону смотрит с левой стороны. Значит, вы не знаете, вы не замечаете, что за вами кто-то ведет и прослушку, и слежку. И так, и так. Человек, возможно, со всех сторон вас обложил, да, и прослушивает, отслеживает, прям за вами, там, не знаю, запоминает, записывает. А человек, видите, филин. То есть у человека есть
какая-то тайная мысль. Использовать, может быть, то, что вы делаете, то, что вы говорите, то, как вы себя ведете. У одних отыграется, что человек тупо вас копирует, вот целиком и полностью, да, играет такую игру, масочку, да, одевает на себя вашу масочку. Либо человек действительно вознамерился что-то использовать из того, что вы делаете, против вас, ну, обернуть это против вас, да, подловить вас на чем-то, подловить, нащупать ваше узкое место для того, чтобы в него ударить. В принципе, это ужасно, да? Если люди действительно в жизни ничего не делают, а занимаются вот такими паршивыми, никчемными делами. Но с другой стороны, это вас действительно отличает от других, потому что вы на голову выше всех тех, кто вас окружает. Вот реально на голову выше. Вы лучший специалист, вы лучший человек, вы прекрасный, вы там, не знаю, прекрасно разбираетесь в каком-то деле, в каком-то вопросе. Отсюда идет зависть, отсюда идет ревность, и отсюда идет желание, либо вас, извините, опорочить, либо занять ваше место. И так отыграется. То есть это как ваше превосходство над другими людьми. Не все это могут принять, не все с этим могут смириться. В вашей жизни есть очень конкретный завистник, либо очень конкретный недоброжелатель. И я так понимаю, что вы либо ни сном, ни духом, да, для вас это просто откровение, то, что я сказала, либо вы подозреваете кого-то. Здесь совет очень простой. Прими меры, будь осторожней. Что значит принять меры? Во-первых, фильтровать то, что вы говорите, контролировать, да, то, что вы говорите, чтобы случайно лишнего не сказать. Во-вторых, возможно, не стоит всем рассказывать о том, что вы делаете, как вы делаете, да, не делиться своими знаниями, не делиться своим опытом, со всеми подряд. И в-третьих, очень важно быть повнимательнее с теми людьми, которые вас окружают, которые прям, знаете, лезут в вашу жизнь, лезут к вам, обнимашки, целовашки, дружба, сотрудничество и прочее. Потому что явно человек близко к вам находится, подсматривает, подслеживает и прям все на ус мотает. Но по Филину это тайна, но тайна, которая будет раскрыта. Здесь человек сам раскроется. Может быть, знаете, как не выдержит, психанет, что-то вам скажет, да, либо вы этого человека прям где-то поймаете, увидите, что ворует, подделывает, либо против вас что-то говорит. Прям поймаете, да. Не бойтесь разбираться, не бойтесь защищать свои права, не бойтесь этого. Смотрите, вы под защитой, то есть человек вам навредить не может. Настроение испортить может, навредить не может. Поэтому за себя надо бороться, нужно отстаивать свои интересы. По этому Филину человек долго не сможет скрывать своих намерений. Человек долго не сможет скрывать своей этой подрывной деятельности. Вы либо сами поймаете, либо кто-то поймает и вам скажет. Вот здесь очень важно будет принять меры. По крайней мере, пригрозить этому человеку надо. Надо обязательно. Потому что филин – птица ночная и птица пугливая. Да? Несмотря на то, что это хищник и охотник, то его можно напугать. Так, чтобы неповадно было в следующий раз не только за вами, но и за кем-то другим. Вот так подсматривать, подслушивать и, воровать. Здесь женщина воду льет. Тут женщина за вас разговоры ведет. Разговоры постоянно о вас говорит. Вы у нее прям тема номер один. У одних отыграется, что ваша, например, близкая женщина, мама, сестра, подруга, да, разговорами пытается как-то вам помочь. Да, она рассказывает о вас кому-то с целью, чтобы вам помогли, с целью, чтобы какую-то подсказку дали, наводочку какую-то дали. У других же отыграется, что эта женщина хотела бы с вами о чем-то очень важном для вас поговорить. Очень важном. В правой стороне этот рисунок. То есть я не могу сказать, что она желает вам зла, наоборот. Здесь для вас, ради вас, ваше благо. Вот это ее действие, это ее стимул. Может быть, она не совсем к правильным людям идет, да? Не совсем с правильными людьми общается. Может быть, она медлит с этим важным разговором. Но, тем не менее, ее мысли, они о вас. И ее зов сердца – это вам помочь. То есть плохого она вам точно не хочет.
только хорошее, переживает за вас очень сильно. Так, еще. Здесь какой-то мужчина, которого вы отвергли. Либо в любви, либо в каком-то другом вопросе. Отвергнутый мужчина. Знаете, он не сдался. Он не сдался и не сдастся. У человека принципы, у человека убеждения. И человек не обиделся нисколько на вас. Наоборот, такое яркое желание вот именно доказать. Доказать, что он на вашей стороне. Доказать, что вы действительно ему нравитесь, что он вас не обидит. Этот человек будет предпринимать какие-то действия. Действия, причем масштабные. Это не просто прийти еще раз и сказать: пошли со мной на свидание, либо давай я что-то сделаю. Нет, это более какие-то глобальные масштабные действия в вашу сторону. Еще вас удивит. Удивит так, что вы, я думаю, во второй раз уже не откажете. Так, еще какая тайна, какой секрет выйдет на поверхность? Смотрите, в вашем окружении есть люди, которые чем-то пользуются, либо куда-то ходят, что-то получают. При этом они молчат, как партизаны, никому ничего не рассказывают. Здесь два человека. Либо они муж и жена, либо они две подруги, может быть, в принципе, как знакомые приятели. Да? Они друг друга точно знают. И вот они сговорились между собой, чтобы вам, конкретно вам, ну да, в принципе, наверное, и другим людям, что-то не рассказывать, о чем-то не говорить. Они куда-то ходят и что-то где-то получают. Радуются этому, пользуются этим и молчат. Молчат. А вы, например, смотрите на этих людей и думаете: ничего себе, откуда у них блага, да? Откуда у них такая помощь? Вот. Они тут рассказывают, что, может, сами заработали, либо кто-то им там подарил. Но по факту они получают это, получают безвозмездно. Здесь вскроется, во-первых, что они получают, где они получают и как долго они получают. У вас тоже появится возможность ходить и получать, возможно, даже больше, чем они получали. Может быть, у вас даже больше как прав на то, чтобы получать. Это может быть что угодно, начиная там от финансовой помощи, заканчивая какой-нибудь там гуманитарной помощью, вот, которая, например, вам необходима либо положена по вашему статусу. Но это явно помощь, и они долго очень скрывали. А вы, может быть, не интересовались, либо, в принципе, так, знаете, спустили на тормоза. Ну да, вот ходят там счастливые, улыбаются, все время сумки таскают, либо денег у людей больше стало. Вы не привыкли завидовать, вы не привыкли интересоваться чужой жизнью. Но здесь эта информация просто всплывет на поверхность. И всем все станет ясно. И вам, и другим. Но вижу, что вы тоже будете получать. А эти люди будут очень недовольны, что все узнали. Знаете, как может бояться, что им меньше достанется. Это какая-то глупая, идиотская позиция. Сделайте правильные выводы по поводу этих людей. Нехорошие люди думают только о себе, о своей пятой точке. Так, у кого-то мужчина, девочки, мужчина куда-то ходит веселиться. Веселится, отдыхает, кайфует. Ну, понятно, что мужчины разные. У кого-то муж, у кого-то парень, у кого-то сын, может быть, брат. Да, куда-то прям ходит, а вам об этом не говорит. Какое-то увлечение, какой-то интерес, какое-то место. Злачное, хочется сказать. Может, и правда злачное. Смотрите, вы об этом узнаете. Причем узнаете по каким-то, не знаю, документы, чеки, талончики. Прям, может, одежду будете стирать, вот прям выпадет, и вы такая: ну ничего себе. Ну ничего себе. Слушайте, да, скрывает, да, возможно, какие-то деньги тратит на эти свои увлечения, на это свое удовольствие. Вам не говорит, потому что вы будете против, да, либо вы скажете: бери меня с собой, я тоже хочу развлекаться, я тоже хочу удовольствия, вот поэтому молчит. Но вы узнаете, какие-то маленькие бумажечки вы увидите, чеки, талончики, может быть, даже какие-то как флаеры, да, и все поймете, куда ходит. Вам, например, говорит: я маму проведаю больную старую, а сам ходит, развлекается. Либо говорит вам, что там работает в ночную смену, а сам развлекаться. Но вы все это узнаете. Такой хитрюшка, и причем немножко эгоистичный, да.
эгоистичным. Но если бы он вам правду рассказал, если бы вы договорились, то он ходит себе, развлекается об этом себе, либо вместе бы ходили. Но ничего ж плохого бы не было. А тут, смотрите, вы его еще подозревать начнете, еще и пилить его долго будете. Ну, он это сам себе заработал. В следующий раз будет ему уроком. Так, в следующем моменте мужчина в возрасте, статус у него есть, скорее всего, не свободен. Дети или даже уже внуки, может быть, правнуки, будет вам что-то скандальное предлагать. Там любовь, морковь, страсти и прочее, прочее. Человек давно к вам загорелся, либо давно влюбился, но вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Долго скрывал свои чувства, а теперь то ли пьяненький будет, то ли, знаете, как уже нет сил терпеть, как-то вам откроется в своих чувствах, и прям такое скандальное предложение он вам делает. Девчонки, вы оскорбитесь, вот реально оскорбитесь, скажете: дедушка, куда ты лезешь, да? Какая любовь, какая морковь. С одной стороны, да, скандальное предложение, да, вы оскорбитесь, но это будет очень забавно. Вы будете кому-то об этом говорить и очень громко смеяться. Так, какая-то ситуация очень неприятная произошла. Что-то не случилось, не произошло, отменилось, мимо, может быть, прошло. И вы как будто бы себя вините, думаете, что это из-за меня, это я что-то сделала не так, это я там не подсуетилась, не приняла вовремя решения, не приняла каких-то действий. Смотрите, вскроется, что вы ни в чем не виноваты. Вскроется, что есть какой-то человек, который вас просто за ногу держит. А вы этого не заметили, да, не увидели. Не из-за вас, но из-за какого-то другого человека у вас не получилось. Да, либо ситуация, в принципе, перестала развиваться. Даже если бы вы суетились, даже если бы вы что-то делали, там, не знаю, на голове ходили, все равно бы не случилось, потому что какой-то человек вас за ногу держит. Вот всплывет не только открытие того, что из-за кого, но еще и причина, почему этот человек это сделал. Честно скажу, причина просто абсурдная. Может быть, ревность, да, человек-собственник ревнует. Может быть, банальная зависть. Да, человек позавидовал, что у вас там возможности, либо вы что-то получите. И может быть, кстати, еще и нежелание, чтобы кто-то жил там лучше, чем я, да, либо имел больше возможностей, чем я. То есть, идиотская причина, и здесь вы будете очень злы на этого человека. Но имеете право, конечно, если такие подставы, то что это такое? Так, еще скоро выйдет на поверхность какая-то пропажа, пропажа. Может быть, что-то у вас пропало, либо что-то у вас украли, либо, может, по соседству что-то украли, пропало. Человека найдут, кто это сделал. Человека. Здесь ответственность будет у этого человека. Человек, кстати, не чужой. Очень похоже на знакомое лицо, либо даже какой-то сосед там по соседству живет. Может быть, видели этого человека. Здесь шок будет, да, что по соседству можно там воровать, либо что-то себе присваивать. Да, шок. Здесь люди прям просто будут удивляться, и в это сложно поверить. Может быть, человек очень благополучно, живет богато, да, там позарился на какую-то старую чужую вещь. Да, и это будет вдвойне шок. Да. Такой скряга, мелочный. Но человека и выявят, и поймают, и тут наказание точно будет. Разборки, по крайней мере, по этому поводу точно будут. Так, в собственном доме вы что-то найдете. Это какая-то вещь, это какой-то предмет. Сразу хочу сказать, что у одних это будет то, что вы считали потерянным, утерянным, пропавшим. Да, и этому очень обрадуетесь. А у других отыграется, что это будет очень странная штука, непонятная, что-то прям такое, знаете, не ваше, чужое, да, такой странный предмет. Когда начнете разбираться, поймете, что кто-то приходит в ваш дом втайне от вас. Да, может быть, ваш ребенок кого-то приводит, может быть, ваш там партнер кого-то приводил. В общем, выйдет на поверхность тайна, которую от вас скрывали. И здесь ничего криминального нет. Просто
вот так случилось. Да? Вот кто-то побывал в вашем доме. Ну, вещь, я так понимаю, что это вы себе оставите. Причем я вижу, что вещь, она как бы ценная, полезная, может быть, даже дорогостоящая будет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.